Дорогие друзья, сегодня мы находимся в колледже креативных индустрий. Чем мы будем заниматься? Наверняка сегодняшний наш мастер-класс заинтересует очень многих мастериц. Шейный платок. Шейный платок. Он может у нас заменять полностью блузку, он может разнообразить нашу, так скажем, образ офисный, да. И способов завязывания шейных платков большое множество, это целое искусство, и не все им обладают. И как раз вот тот вариант, который предлагаем сегодня мы для изготовления, он мало того, что просто изготовление, но он как раз понятен и дает, так скажем, самовыразиться тем, кто не всегда может совладать с платками. Здесь мы представлены галстуки, которые шили наши студенты. Это корпоративные галстуки именно нашего колледжа креативных индустрий в цветах направлений. Каждое направление имеет свой цвет. Да? И вот, то есть в наших цветах это идет, и конструктивистский стиль здесь. Мы можем его надеть как галстук, но при этом сделать более женственный вид, бант художника. Более привычный стиль, который мы чаще видим в банках и прочее, это у нас идет шейный платок, не плотно примыкающий к шее и фиксирующийся на плече. И еще могу показать вариант этого же платка, когда у нас, например, женщины любят завязывать как кошечки вокруг шеи. То эта петля исключает у нас броши, булавки и прочее, которые травмируют тонкие деликатные шелковые ткани и технику безопасности, то есть мы сами тоже не уколемся, да? И сшить этот платок элементарно, то есть идет один шов и одна петля. Ткань в первую очередь должна быть драпируемая, и второе, она должна быть приятная, тактильная, то есть чтобы она вас не раздражала, да, чтобы вы не задыхались и прочее. Но вот в тонких, прозрачных вот эти вот швы, если вы не высшего пилотажа мастер, вы не сможете красиво обработать, да? То есть они должны быть непрозрачные для нашего. Ткань должна быть немножечко плотненькая. Сегодня мы предлагаем выполнить этот аксессуар из классического платочного шелка, ритмичный орнамент, да, растительный, и яркая расцветка, но она подходит к цветотипу максимально разному, то есть от блондинок до брюнеток, смуглым, светлокожим, землистым цветом кожи. То есть универсальный. Это более универсальный вариант. Плюс вот эти вот холодные цвета, они освежают всегда и подходят к любому наряду, офисному, так скажем, офисной палитре. Есть вариант поуже, 1,5 раппорта рисунка, и есть вариант по шире. Ну, пошире, конечно. Так, это зависит от того, как вы хотите носить. То есть более широкий вариант вы можете носить уже, заменяя практически блузку, да? То есть если вы вот здесь вот закрепите его, то оно у вас полностью закрывает. Если вы одели там лонгслив или любую легкую блузку, то когда вы его наденете, у вас уже будет более строгий такой яркий вид. Да? Причем, когда фиксацию мы делаем примерно здесь либо здесь, и у нас вот этот хвост получается чуть длиннее, и мы сможем этот платок использовать вокруг шеи, то есть в 2 оборота. Если же мы выбираем платочек поуже, то здесь, скорее всего, чуть ниже, ну, не доходя до талии. Покороче. И фиксация у нас будет уже ближе над основанием груди, чтобы был свободный легкий полет. Вы определились с длинным, широким. Мы должны с вами выбрать угол наклона. Буквально в пределах 10 сантиметров наклон. Да? И вот за счет ширины он у вас, видите, получается довольно-таки симпатично. Если мы делаем наклон хотя бы 30 градусов, даже это меньше, то у вас уже более острый угол получается. Если 45, то совсем сосулька получится. На каком варианте мы Ну, конечно, где-то вот так, да. 40 ширина в готовом виде будет. Так.
у нашего шарфа. И, соответственно, здесь мы делаем где-то подъем на 10 сантиметров. 40 это 80 сантиметров, да? 80 сантиметров. То есть мы взяли ширину ткани, у нас получилось 80 сантиметров сюда и 70 сантиметров сюда ушло. То есть там 30. Это на более узкий. Да. Сложили пополам, получилось по 40, да, каждая сторона. И сейчас, длина вот этого шарфа? 1,5 метра мы брали изначально. Ну, плюс здесь мы с вами немножко выровняли по раппорту рисунка. Так, совместили. И сейчас мы вырезаем уголочек. Да. Что-то как-то вы так ловко так и... Не нужно никаких прям таких сложных расчетов. Да, примеров и так далее. То есть здесь идет уже ваша чисто фантазия, желание, личное предпочтение. И то есть, смотрите, примерно сантиметров 10 мы отчекрыжили. Да. И вот из этого уголочка можно сделать наш узелок как раз, да, нашу петлю. Но у меня осталась ткань от ширины, то есть здесь раппорт рисунка не выходил, и поэтому я ее просто убрала и из нее сделала заготовочки для нашей петли. В качестве уплотнителя я предлагаю использовать обычную резинку. И дальше мы выбираем, собственно говоря, рисунок, где будет находиться наша петля. Вот таким вот образом. Обязательно здесь, чтобы шов шел по ребру, не выводить его наизнанку, вот здесь посередине. Потому что иногда петля в некоторых случаях у нас выворачивается. Да. И тогда шов окажется наружу, будет некрасиво. Это единственный момент сложный. А вот эта вот резиночка, мы можем ее укоротить той длины, и чтобы, когда мы в шов будем вставлять, у нас не будет толщины никакой. Опять же, вот этот объем, достаточно широкая петля делается, для того, чтобы она не скручивалась, и чтобы узелок смотрелся хорошо. И когда она у нас идет широкая, у нас ткань меньше скользит. Да? То есть не выскакивает конец. Понятно. То есть это как кольцо вот для салфеток? Да, абсолютно. Да. То есть у нас должно войти один слой и не выпрыгивать. И в то же время до 3 слоев ткани всей ширины мы должны мочь через это кольцо провести. Пропустить. Вы уже вдеваете резиночку. Как обычно. В любую кулиску мы вдеваем резиночку, расправляем. И потом можем просто обрезать по длине при необходимости, либо зафиксировать ее прямо вместе с резинкой. Как мы захотим. Вот. Получилась у нас вот такая петля. И опять же мы смотрим на рисунок с одной стороны и с другой стороны. Ну, чтобы это было красиво. Да, так, поэтому я делаю вот симметрию. В обоих случаях рисунок разный, но симметрия сохраняется и тут, и так. И теперь мы повторим эту же процедуру на втором платочке. Так как он поменьше, здесь угол можно сделать побольше. Сейчас примерка. Мы смотрим. Если вы будете его одевать вот так, то над грудью или на груди, где вы хотите фиксацию. Вот здесь, вот, скорее всего, да? Чтобы более закрыто. Вот. И то же самое. С одного конца мы намечаем. Насечками по ширине. Как бы вот у вас узел побольше будет. Вот как делается, да? А мне вот казалось, что они как-то так мудрено завязывают и как-то вот... А оказывается... Нет, это вот как раз таки, когда прям, мудрено не можешь завязывать каждый день, понятно. это нас очень выручает. Для этого вот этот и придуман аксессуар. Ясно. Вот наши рассечки. Булавочками. Да. Я вам выставила длину стежка 25? Небольшую, нет, на 2 миллиметра. 2 миллиметра. И вы можете шить без закрепок на ширину лапки. Да? То есть вы кромочку выставляете, вот у вас засечка идет, иголочку опустили, лапку опустили, и ваша задача теперь красивенько вот так обойти. Только все это совместить, уголочки, и ничего не тянете, просто направляете, чтобы кромка
ткани шла у вас по краю. Доходите до уголка, здесь обязательно иголочка должна быть в нижнем положении. То есть она должна быть в ткани. После этого поворачиваем, доходите до конца и чуть-чуть прострачиваете дальше. То есть никаких закрепок не делаете, мы обрежем небольшой хвостик. Потому что тонкие деликатные ткани могут зажевывать во время закрепки. Да, конечно. Да. Еще. Вы хотите? Все. И расправляя то, что у нас немножко стянулось, отрезаем небольшой хвостик. Никакие узелочки, ничего не завязываем. Потому что ткань деликатненькая. От булавки. Вот отрезки и идете в следующую сторону. Здесь, смотрите, здесь участок большой. И чтобы не было смещения, мы можем с вами дополнительно контрольные булавки заколоть. Давайте. Без них никак. Но, опять же, смотрите, когда вы подходите близко к булавке, по булавке мы не шьем, мы булавку удаляем обязательно. Ну, конечно. Да. Можно сломать машинку. Вот здесь. Заводите, иголочку сначала вручную опускаете, придерживаете нитки, опустили лапку. Все, и вот по вот этой штучке, да, мы ориентируемся? Да. Всегда выравниваете срез по краю лапки. Так, ну, я пока начну свою, да? Да, конечно. Для начала нам нужно поутюжить швы, те, которые у нас получились. Причем мы их можем поутюжить до того еще, как мы вывернули, да, вот ваши. Видите, вам кажется, что они тут стянуты и так далее. То есть мы берем, все исправляет. да, мы их чуть-чуть подтянули. Это парогенератор, можно обычным бытовым утюгом, здесь не это мы остудили. Да, это мы зафиксировали. И вот та сторона, которая у нас идет по косой, здесь длинный хвостик, ножницы дайте, пожалуйста. Вот. Мы его просто в спокойном виде, видите, поутюжили, и он у нас стабилизировался. Да, все. Прекрасно. Никаких фалт нету. Волн нет. Волн нету, да. Все статично. А то, что тут вот стянуло немножечко, то же самое. Мы берем утюгом, подтягиваем строчку. И она расправляется. Да, она расправляется. И самое главное, в таком положении ее зафиксировать. Чудеса. Все. После того, как мы вывернули, нам тоже нужно избавиться вот от этого углубления, от уголочка. Смотрим, чтобы можно, подтягивая строчку, но не сильно, чтобы не растянуть. Мы поутюжили. Посмотрели, убедились, что все ровно, все красиво, ничего не фалтит. Остудили. То же самое делаем с основным швом. Ткань тонкая, поэтому маленького такого отверстия нам хватает, чтобы вывернуть без проблем. Как бы ни сложилось, можно всегда судьбу этого уголка как-то вот Да. Самое главное не перетягивать. Да. Берете булавочку. Булавочка, как иголочка, булавочка. Вот так вот вытягиваем. Да, и вот здесь то же самое. Спасибо. Так, а теперь, значит, мы начинаем утюжку. Да. Самое главное. Утюжите. Сначала вам нужен только шов. Парогенератор, в принципе, деликатно работает с любой тканью. Ну и, собственно, вот все. нам нужно вот тут вот поутюжить, да, чтобы именно складки этой не было. Все.
Можно зафиксировать также булавочкой, чтобы натянуть потом можно было. Можно без булавки. То есть вот от угла идете, расправляете шовчик, чтобы у вас не было складочки. И вот потихонечку вот так вот утюжите, никуда не торопитесь. Парогенератором таким профессиональным работать одно удовольствие. Да. То есть, Ну, если... это дорогое удовольствие, но очень приятное. Да, очень приятно. Прям, знаете, и Ну, очень, современные утюги тоже хорошие. очень надежно, и ты знаешь, что никаких Безопасно, таких да. вещичек Не в виде произойдет там... сюрпризов. Да, то есть... Ой, а у меня что-то... Ничего страшного. Просто изначально, если вы первый раз отутюжите, то потом после стирки, в процессе ношения, оно у вас уже, в принципе, запомнит это место, Да, то есть и вам нужно будет только замены убирать. запоминание. Да. Вот. В принципе, можно сказать, что платок готов, Так. но не хватает нашего аксессуара, да? Именно дополнение этого узелка. Я беру, опять же, просто булавочку и смотрю вот на ту ширину резинки, которую я приготовила. Устроить нас такая ширина петли или сделать лучше поменьше. Так. То есть мы продеваем платочек один конец, и он, в принципе, не выскальзывает. Ну да. Да? Да. Но нам нужно еще, чтобы мы могли чтобы второй и слой второй слой, да. спокойно проходил. И при необходимости еще и третий. Если мы бант захотим завязать, то у нас должен поместиться. Но шелковые ткани, они вот как раз теми хороши, что, знаете, да, шаль через колечко пропускают. Вот, видите, все три слоя проходят, поэтому меньше нам не нужно. Нормальное, оптимальное положение. Мы сначала фиксируем их между собой. То есть вот мы сложили симметрично, видите, рисунок, да? Я беру булавочку, вот так вот поперек, и теперь вы на машинке прошиваете от начала до конца просто. Вот и все. Правильно? Абсолютно. Убираем лишнее, убираем лишний припуск. А как мы закроем теперь всю эту красоту? Вот. Возвращаемся к нашему отверстию. Тут тоже есть симметрия. Мы находим середину, и середину нашего вот сюда фиксируем. Булавочку беру. И сейчас, совмещая срезы, вот 3 теперь у нас уже среза, 2 среза от узла, от петли от нашей, и расправляем припуски нашего шарфа. Расправляем припуск и прошиваем. Точно так же, без закрепки, без ничего. Вот, подходим, иголочку убираем. Описаем. И здесь есть 2 способа закрыть отверстие, которое у нас получилось. Мы можем сделать это вручную потайными стежками через край, иголочкой Я с бы так и ниточкой. сделала. Да. Можно прострочить на 0,1, да, для того, чтобы четко, крепко у нас узел этот никуда не Давайте отвалился. прострочим. Нет, я предлагаю вам использовать оба метода. То есть мы сначала вручную закрываем, для того, чтобы закрыть вот эти вот отверстия, да, полностью, и прошиваем только на уровне, потом на 0,1 уже петли. Вводим узелочек в припуск, Ну, чтобы его не видно. да, и выводим ее, нашу иголочку, на лицевую сторону. Теперь все это на ребро совмещаем, но когда мы с вами шьем, мы сначала вводим иголочку буквально на 2 миллиметра, стежок делаем, протягиваем, и на следующем слое у нас идет ровно напротив, без смещения. То есть имитируем машинную строчку. То есть мы с вами на 2 миллиметра шили на машинке, и на 2 миллиметра же шьем вручную. Вот так вот закрываете. Не через край,
не просто подцепляете, а именно здесь 2 прокола, здесь 2 прокола должно быть у вас. И вот доходите до конца, точно так же прячете внутри этот конец, узелочек ваш выводите, да? И после этого мы просто усилим на машинке вот этот участок. Сейчас шить стало как бы это дело модным, да? Модно, да, популярно. Некоторые даже бросают офисную работу и выходят на хендмейд. Да? Женщины, да, по уходу, когда сидят дома, либо студенты, даже школьники, когда у них бизнес хорошо идет, продажи есть. И школьники? Нет, да. Школьники тоже? Ой, А что они шьют, школьники, например? абсолютно любой. Есть, например, юбочку в складочку, вот такие вот мини-юбочки, да? Один раз получилось хорошо, они просто ее тиражируют На и поток. продают. На потоке практически, да. И уже оттачивается Да. мастерство с каждой юбочкой, да? Абсолютно верно. Здорово. Потом освоили одно, что-то тренд поменялся, они там юбку солнышко, там, то есть совсем какие-то простые вещи, но когда это приличного качества и в тренде, то ровесники у них покупают с удовольствием. Студенты у нас тоже так делают, то есть они какие-то аксессуары мелкие, там плетеные, из бисера. Здесь могу я строчку увеличить, длину стежка. Так. Ну так стандартно 2, да, миллиметра? Ну, обычно стандартный, наоборот, идет 4. нет, 2,5. Платок наш готов. Ух ты. Теперь остается нам только сделать окончательное ВТО. То есть зафиксировать все ребра. Так. В том числе просто линию сгиба вот эту фиксируем. Платочек не мнем, но сдвигаем. То есть у нас всегда должно быть на поверхности лежать. Вот оно. Мне не нравится, я подправляю. А такой платок, в принципе, можно шить и вручную, правда ведь? Ну да, Если есть... если есть желание, но нет машинки, в принципе, Да-да-да-да. тут... И теперь делаем примерку готового платка, как Юля будет носить этот платок уже с костюмом. Да? То есть мы можем сделать 2 варианта. То есть всегда вот тонкая сторона, там, где нету шва, желательно ее направлять к шее, а шов у нас идет дальше от наружу. шеи. Да. Здесь мы можем, как в японском кимоно, делать четкие складки, выстраивать последовательно, формировать шею, которая у нас проблема, что она у нас коротковатая всегда, да? И вот если, например, вы не хотите, чтобы у вас блузка нижняя была видна, этого достаточно. Да? Можно вот так вот. Да. Ой, То есть как мы можем красиво. выровнять концы, например, вот так вот. И тогда даже в расстегнутом виде не будет видно ваш нижний топ, лонг-слив и так далее. Да? Более глухую можем сделать. Вот, наоборот, извиняюсь. Вот повыше сделали, получилась более глухая блузка. Здесь можем даже заправить в брюки юбку. Да? Получилось. То есть уже нету вида, что на вас какая-то не соответствующая дресс-коду блузка. Второй вариант, когда мы на распашку тоже носим, это классический узел, когда мы оба отправляем конца сюда. И здесь тоже вы можете варьировать по положению узла выше и ниже, симметричная или асимметрия. Да? И вот благодаря резинке наш узел такой статичный, плотный, хороший. И вот здесь вот вы можете уже расправить, сделать уже более такой девочковый вариант. Да? Можно сделать более галстучный, то есть поднять его вокруг шеи и дальше спустить драпировку. На плечо этот бант можем просто так отправить, да? И он будет уже красиво драпироваться, хорошо. Либо можете сделать именно бант банта, то есть когда мы отправляем один конец
в другую сторону. И получается у нас более такая... Ну, вокруг шеи такой более романтичный, более женственный, фантазийный образ, уже не такой строгий дресс-код. Да. Это можно даже уже без жакета, на какую-то водолазку, лонгслив, Посмотрите, как маленькую красиво. блузку одеть. Надежда, ну вы просто волшебница. Ну что, дорогие друзья, нам остается только посмотреть внимательно наш мастер-класс и попробовать самим сшить такой красивый шейный платок. Да. Главное не бояться, ничего здесь сложного нет. Но за счет такого несложного аксессуара можно разнообразить свой гардероб, создать какой-то свой личный стиль. Будем пробовать? Надо пробовать.